Репрессивный аппарат сталинского режима издевался над ним 15 лет. Его постоянно возили на допросы, помещали в психиатрические клиники и держали просто в тюрьмах. Все это, конечно, являлось крупным нарушением международного права, был недопустимым и необоснованным. Все невзгоды и переживания сильно сказались и на его здоровье. К моменту перевода в Бурашево в 1955 году здоровье Петца уже было сильно подорвано. Он умер здесь 18 января 1956 года. Несмотря на тяжелое состояние здоровья, он запомнился персоналу Бурашевской больницы очень доброжелательным и теплым человеком. Константин Петц был жертвой тоталитарного репрессивного аппарата. Он не должен был оказаться в Бурашево. Его место было в Эстонии вместе со своей семьей и народом. Принимая все вышесказанное во внимание, я рад, что память о Константине Петце до сих пор жива в Бурашево. Это очень трогательно, что сюда приходит как молодежь, так и пожилые люди, и установлен памятный камень и крест, а в школе есть даже музейный уголок, где находится экспозиция Константина Петце.